Добрый вечер. Вы смотрите информационный выпуск сегодня. В начале о главных событиях. Первый этап снятия старого слоя грунта. Дорожные службы продолжают работы по благоустройству придомовых территорий в микрорайоне БАМ. Югостинская делегация представляет республику на главном спортивном форуме России. В Казани стартовали спортивные игры стран БРИКС-2024. Сегодня православные отмечают Вознесение Господне. В Осетии он отмечается как религиозный праздник Зардаварен. В Министерстве иностранных дел России отметили важность успешного завершения электорального процесса в Южной Осетии как ключевого момента в укреплении государственности и демократических институтов республики. Об этом говорится в заявлении российского МИД. Во внешнеполитическом ведомстве Российской Федерации отметили, что согласно оценкам как российских, так и международных наблюдателей, процесс голосования соответствовал установленным стандартам и принципам. В Российской Федерации рассматривает успешное завершение избирательного процесса как важную веху в укреплении государственности и демократических институтов Южной Осетии. Рассчитываем, что новоизбранный парламент будет вносить весомый вклад в дальнейшее углубление двусторонних союзнических отношений. В Москве готовы к продолжению тесного сотрудничества с Хинвалом в решении вопросов социально-экономического развития республики и обеспечения ее надежной безопасности. Наболевший вопрос жителей Остинского БАМа в столице решается. Дорожные службы продолжают работать по благоустройству придомовых территорий. Облагораживание проводится с учетом мнений и пожеланий жильцов, которые с удовольствием наблюдают за процессом преображения своих дворов. Анжела Кукоева продолжит тему. Дорожная техника уже второй день задействована в работах по благоустройству дворовых территорий в микрорайоне БАМ на улице Харитона Плиева. За годы эксплуатации дорожное полотно износилось и давно нуждалось в ремонте. Жители многоквартирных домов неоднократно жаловались на пыль, грязь и многочисленные ямы. С состоянием придомовых территорий ранее ознакомился президент. Тогда Алан Гагоев заверил, что здесь в самое ближайшее время приступят к ремонтным работам. Сейчас на объекте полным ходом работает спецтехника. Первым этапом рабочие бригады снимают верхний слой грунта, а жильцы многоэтажек наблюдают за процессом преображения своих дворов. Prezident poručení to, že mají bomy dvůrtem rovnala. Znovu rovnal tomu, že výjimkama. Ta korpus ují vallok sachrazam, może dallok sachtar rozam, ja bozkaram, bo mají kaši boše bojde a už sachtar rozam. Może korpus fastadar, dikta бушевен гершани видер сорочество. При разработке проекта благоустройства дворовых территорий в первую очередь учитывались мнения и пожелания жителей. В проект реконструкции внесено обустройство ливневых канализаций, а вместо гаражей появятся зеленые зоны. Детский площадка дарджи штарбинацияма, гараж дар сикчести илдер. Дорожные службы готовы приложить максимум усилий, чтобы в сжатые сроки завершить ремонтные работы. После дворы приобретут ухоженный вид, а задача жильцов – поддерживать чистоту и порядок, заключил председатель комитета по эксплуатации и строительству автомобильных дорог Алан Габараев. Анжела Кукоева, Азамат Кудзев, Лали Кудоева. Информационный выпуск сегодня. Один из 12 праздников церковного года Вознесения Господня в этом году православные отмечают 13 июня, на 40-й день после праздника Великой Пасхи. В обеих частях Осетии он отмечается как религиозный праздник Зардаварен. Этот день у осетин считается днем поминовения усопших. Как принято его отмечать в республике, расскажет Эльвира Тибилова. Сегодня, на 6-й неделе после Пасхи, Куадзан, повсеместно в Северной и Южной Осетии отмечается религиозный праздник Зардаварен. Часто в календарях бывают расхождения по некоторым праздникам, в то время как Зардаварен всегда приходится на 40-й день после Пасхи. Обычно это май, но в этом году Пасха по времени запоздала, поэтому Зардаварен перешел на июнь. Зардаварен ирунодам фанесон канец Куадзане эхсазам корие цеппераме.
Uts restaje neveg merchanta fetsevenc morderiuma, melseverens neuta. Iur de geert chetza chamurnen odzaka neveg merchanta kusort kokanens ware kanafes, wadi uzardas hostuimia morderiul bonegattui. Fala inner de geito iso chamurnen od ma fettariorach zertozaka uts خبر نیت یودینودیس زردورما ومن ما زردورانو زلتا اورنای روتسدیس اوما نوت اورنای اما یو نوت ومن ورتوی من نوگینگن قوم کرده گلس خط داید. В историко-этимологическом словаре астинского языка Васуабаева лексема Зардеверен определяется как один из поминальных дней, приуроченный к христианскому празднику Вознесения. Праздник укоренился у астин как день поминовения усопших. В этот день принято очищать, приводить в порядок могилы недавно умерших, обкладывать их дерном. Поминальный обряд Зардеверен справляется в память исключительно тех усопших, которые умерли в течение календарного года. Nogmerte. زیانانی ofaz ما سارستو یکندم ofaz festa یو ofaz بونه یو بازار دستم اومی festم ofaz کنده festم نالارستو زیان کند وردگی رایدت دا نوکتسارت اما نوکتین زینت آرازنل ارلاو دست آدم. Ягненок считается необходимой жертвой на Зардеверен. Считается, что душа принесенного в жертву животного будет сопровождать душу покойного в загробный мир. Согласно астинским текстам, к Зардеверен приурочивали какое-либо знаменательное событие. فلا Зардеверен فدالتا кутуй кофтадар قو گفتدر یومیو کفته یوسارستوی میوتساز لپوک همان رای گردی کنه چند چیر خواستا کنه یو افساتون سینت خزار نلگوی مگرایستا و دونی و الدای ام خوای بخواستوی و چه کفتمم ما فتسال кутуй фаминос кутуй насоне кутуй кот берет бун офтадар. С течением времени многие поверья у астин были забыты, однако значительная их часть сохраняется в национальных традициях, выраженных путем поминальных и праздничных обычаев. Эти традиции, ахдау, определяют прежде всего национальную самобытность осетин и многовековую историю нашего народа. Эльвира Тибилова, Рауль Кочев, Оксана Татаева. Информационный выпуск сегодня. В Казани дан официальный старт спортивным играм стран БРИКС-2024. Участником главного спортивного форума России стала и югостинская делегация, которая включила в себя наиболее перспективных спортсменов. Соревнования пройдут в столице Татарстана с 12 по 23 июня на 16 спортивных объектах. В мероприятиях принимают участие более 4000 человек из 97 стран мира. Участников на открытии поприветствовал президент Российской Федерации Владимир Путин. Подробностями делится Агунда Губосова. Внушительная делегация представляет Южную Осетию на главном спортивном форуме России. В Казани стартовали спортивные игры стран БРИКС-2024. В спортивных соревнованиях принимают участие более 4000 спортсменов из 97 стран мира, среди них и наша сборная. Старт играм дал президент Российской Федерации Владимир Путин. На торжественном открытии он пожелал спортсменам и их наставникам ярких побед, а болельщикам незабываемых впечатлений. Уверен, этот масштабный спортивный праздник зримо продемонстрирует торжество универсальных ценностей спорта, равных возможностей и честной, бескомпромиссной борьбы. Отмечу, что спортивные игры под эгидой нашей организации – важная часть всестороннего политического, экономического и гуманитарного взаимодействия. Роль БРИКС в мировых делах стремительно растет, и потому уверен, что также будет расти и популярность, привлекательность игр, как состязаний, свободных от политического вмешательства и давления, по-настоящему объединяющих атлетов всего мира. Тем более, что впервые в этом году они проходят в открытом формате. А значит, игры станут еще одним символом расширяющегося межкультурного диалога, весомым вкладом в укрепление дружбы народов и плодотворного взаимодействия государств в интересах людей и всеобщего развития.
Масштабные соревнования будут длиться 2 недели. За это время спортсмены покажут уровень подготовки в различных видах спорта – боксе, борьбе, настольному теннису, гимнастике, футболу и шахматам. Сегодня второй день игр, и, как сообщает заместитель председателя Комитета по молодежной политике и спорту Сослан Гасиев, сопровождающий спортсменов один из наших представителей Александр Базаев, мастер спорта России по спортивной гимнастике, уже борется за звание лучшего. Сегодня свое выступление начал Александр Базаев, мастер спорта России по спортивной гимнастике. Он представляет Южную Осетию, наш земляк. Он выступал в многоборье сегодня, то есть это турник, вольные упражнения и конь. Мы надеемся, что он выйдет в финальную часть. Все участники мероприятия от Южной Осетии были отобраны, исходя из результатов, которые они показывали в течение года на международных и региональных спортивных аренах. По результатам этих спортивных игр всего будут разыгрывать около 400 комплектов медалей. Нужно отметить, что на стартах примут участие именитые спортсмены со всего мира, в числе которых участники Олимпийских игр, победители и призеры чемпионатов мира, Кубка мира и Европы. Агунда Губозова, Лали Кудоева. Информационный выпуск сегодня. Юго-осетинские гимнастки заняли призовые места на соревнованиях «Летняя сказка» во Владикавказе. Это очередной успех спортсменок, достойно представляющих нашу республику. Гимнастки, несмотря на высокую конкуренцию, как всегда, показали отличные результаты. Подробности расскажет Елена Гасаева. В Центре спортивной подготовки Республики Северная Осетия Алания прошли республиканские соревнования по художественной гимнастике «Летняя сказка». В соревнованиях приняли участие спортсменки из Южной Осетии. На соревнованиях под названием «Летняя сказка» это республиканские соревнования, официальные соревнования, на которые мы готовились давно для участия в этих соревнованиях, потому что это были соревнования, на которых мы выполняли норматив кандидата в мастера спорта. Из наших учениц Олимпа в этот раз 6 детей выполнили нормативы кандидата в мастера спорта, и это очень хорошо. География соревнований была очень обширная, много было участников соревнований. Кроме того, как отметила Зема Цхавребова, в республике активно развиваются два направления гимнастики – художественное и эстетическое. Сейчас спортсменки готовятся к новым соревнованиям, которые пройдут в Сочи. Мы 18 числа выезжаем на всероссийские соревнования «Бегущая по волнам». Мы туда тоже очень долго готовились и готовимся сейчас тоже. 2 команды сегодня выехали на другие соревнования по художественной гимнастике. Это соревнования под названием «Черноморочка». Это соревнования, которые у нас тоже стали традиционными. И очень приятно, что большое количество гимнасток выехали туда тоже. Ну и как не сказать о том, что да, государство опять-таки помогло им в организации этой поездки. Зита Бесаева в том числе помогла. Огромное ей спасибо, огромное спасибо нашему директору. Юные гимнастки с победными улыбками на лицах, увенчанные медалями. Сияющие радостные глаза девочек свидетельствуют о гордости за свои достижения. Мы выступали по художественной гимнастике и получали кандидаты мастеров спорта. Мы поехали на 1 день и выступили очень хорошо. Мы получили звание кандидатов мастеров спорта. У меня были хорошие впечатления. Были и сильные, и слабые гимнастки. Теперь полные энергии и мотивации они начали готовиться к новым соревнованиям. Тренеры отмечают упорство и талант спортсменок. Лена Газаева, Арнольд Харебов. Информационный выпуск сегодня. В честь Дня России в столице прошли праздничные мероприятия. Накануне состоялся концерт Московского государственного академического театра танца «Гжель». Посол России в Южной Осетии Марат Кулахметов поздравил присутствующих с Днем России и отметил важность праздника, который имеет глубокий смысл и большую историю, подчеркнув его значимость в объединении народов 2 стран. В честь Дня России прошел концерт известного по всему миру танцевального коллектива «Гжель». Московский государственный академический театр танца в Южной Осетии выступает не в первый раз. Мероприятие и в этот раз прошло в рамках программы обменных культурных мероприятий с российской стороной.
Театр танца уже много лет развивает и прославляет народный танец по всему миру. Гастроли расписаны на месяцы и годы вперед. На сцене были исполнены хореографические номера «Барыня», «Сирень», «Виртуозы» и другие танцевальные композиции. Посол России в Южной Осетии Марат Кулахметов поздравил всех с праздником и отметил его значимость. День России объединяет наши народы в столь непростое время, подчеркнул посол. И сейчас, как никогда, необходима наша консолидация. И специальная военная операция как раз подтверждает это, что когда мы, воины Российской Федерации и воины Южной Осетии, плечом к плечу отстаиваем независимость и будущее наших детей, будущее наших поколений. И сегодняшний день, в этот праздник, гонцы России, достойные представители, московский коллектив Государственного академического театра танца «Гжель» представляет на самой главной сцене Южной Осетии. Необходимость проведения подобных культурных мероприятий отметила и министр культуры Рада Дзагоева. Мы сегодня отдаем дань уважения российскому государству, его народу, а также ее истории и культуре, отметила министр. Со словами благодарности выступила и директор театра «Гжель» Марина Куклина. Она отметила теплый прием и долгие овации благодарного зрителя. Яна Плиева, Альдина Чихоева. Информационный выпуск «Сегодня». А сейчас узнаем, какая погода нас ожидает. В республике переменная облачность. В Знаурском районе днем плюс 27, ночью плюс 16. В Цавском районе днем 26 градусов тепла, ночью плюс 17. В городе Квайса днем плюс 24, ночью 12 градусов тепла. В Лениногорском районе днем 28 градусов тепла, ночью плюс 17. В столице республики в Цхинвале днем плюс 28, ночью 17 градусов тепла. На этом наша программа подошла к концу. Я Ирина Джуева. Желаю вам всего доброго и до свидания.